לשמור עכשיו, בגידולי זה עולה ולקחו 20,000 נשים בכל קבוצה, ויראו שקליטת השד ובלוטות שווה ללאפר. Одна группа 20 тысяч женщин, вторая группа около 10 тысяч женщин, 30, которые стали לא משפיע על זאת אומרת שהכירורגיה קטנה, והיום אנחנו עושים קליטת הפקטומיה, קליטה של בלוטת וקליטת בכל המקומות הכירורגיים מהטיפול. радиацию двухмесячную на область. Молочное зрение. עכשיו זה נכון בדרך כלל בסטייג' 1 וסטייג' 2, זאת אומרת בשביל להגיע לתוצאות. Безусловно, скрывала в первой и второй стадии. Это есть свои показания. Чтобы мы могли это делать, нам нужны скрининги внутри в той стадии, которой все это может быть. Мы опоздали, и все, о чем мы сейчас говорим, абсолютно בדיקה כל שנה, ממוגרפיה מעל גיל 40 ומעל גיל 50 בהתאם למה שקבע משרד הבריאות של המדינה שבה אנחנו חיים, ועוזי בממוגרפיה מעל גיל 50 כל שנה. То скрининг молочной железы, которые в мире сегодня проводятся, мы уже с вами говорили, конечно, это маммография, УЗИ до сих пор. Страны далеко до того, о чем волнует это антитела, это специальные программы маммотом, это специальные программы маммографической эмартографии. Опять-таки, это не вопрос аппарата. Мы видели вчера у вас прекрасный аппарат, прекрасное оборудование. Это вопрос программ, и это как людей. И если есть эти скрининги, то вы не пропускаете в население возможность ввести эту иммунизацию в Сейчас он показывает вам опухоль, который размер 1,5 см. Без скрининговой программы женщина, как правило, такую опухоль сама не нащупывает. Она не может определить. Она попадает сразу в совершенно другую категорию стадий, когда мы потом будем только продлевать жизнь, даже не умея во многих странах мира обеспечить ей достойное лечение. Один Бранс сегодня, который пошел, знаете, сколько он стоит? Это десятки тысяч долларов в год, которые большинство людей не могут себе позволить. לא לכל אישה אנחנו עושים למחל. האינדיקציות כתובות על העניין. לא לכל אישה אנחנו עושים למחל. האינדיקציות כתובות על
Отстранение на молочном железе при тех или иных находках молочной железы. אלה אינדיקציות למעלה, נשים שנושאות גן חיובי. Выполняется скрининг BRCA в стране. Есть такой степень BRCA Breast Cancer Antigen. Сегодня этот ген закрыт на рак молочной железы, яичника, и это более высокий риск кишечника и панкреаса аденокарцинома. У людей, которые и панкреас аденокарцинома. У людей, которые сегодня имеют BRCA 1 и 2, 10% популяции, кто болен раком молочной железы, 10% из них носители этого гена. Вы слышали, что сделала Анджелина? Слышали, что сделала Анджелина Джоли? Она носительница этого гена, чтобы не развить рак яичников. Ее мать, ее тетя больны раком молочной железы, она удалила молочные железы, два яичника, и вышла в прозрачном платье на Оскаре показать, как рак другого органа, пропустить его и потом только сделать жизнь. Самая красивая женщина планеты показала, что она делает. Сегодня 10% это очень ничтожная цифра. Еврейской популяции 33%. Как мы говорим, никто не сделал такую диагностику в Таджикистане. Сколько женщин младше 50 лет, вчера я видел 10 женщин с раком молочной железы. Этот ген, если не сделали этот ген положительным, надо убрать яичники сразу. Это следующая карцинома, которую ждет. Мы сделали в Израиле сегодня более 100 генов BRCA. Кроме 5. Это все индикации к пробуждению людей, которые не вошли в Вот конкретное доказательство, когда МРТ видит опухоль, которая не видна была ни на каком исследовании. Ни на СИТИ, ни на маммотомии, ни на маммографии. МРТ дал, что мы проводим MRI Fusion Biopsy. Это значит биопсия под контролем МРТ. Вот женщина, которая имплантировала силикон для увеличения груди, разрыв капсулы силикона можно видеть только на МРТ. Это не показывает ни ультразвук, ни маммография и не томограф. Это риск развития карцинома молочной железы, о которой женщина, которая всего лишь навсего хотела стать красивой, она не знает, что разорвавшись капсула силикона, импланта, приводит к раку молочной железы. Вы слышали, да, про этот скандал мировой? Когда большая французская компания продала на миллиарды импланты, все они были повреждены, и тысячи женщин за счет компании были заново возвращены в операционное поле для извлечения этих имплантов. Это было 5 лет назад. Миллиарды потратила компания, и сегодня тотальный банкрот. Это финес нашей сегодняшней презентация его по отношению к раку молочной железы. Это вмешательство актуально сегодня при любой опухоли в нашем теле. Первое сообщение 94 год. Профессор Джулиан, итальянец в Америке, посмотрите. Цель – выделить первый узел, который получает на себя первый удар во время
распространение. Это распространение произойдет в коллекторной. Если его нет, то вероятность того, что клетка успела попасть в другие участки, практически близка к нулю. В этом весь концепция вся выделения коллекторного лимфоузла – остановить лишнее вмешательство, которое инвалидизирует население. בעצם בזה שאנחנו עושים ולא מוצאים את כל תוכן בית השקל, אנחנו מועילים את זה. רוב הסיבוכים של קליטת תוכן בית השקל. כלומר, עולים חלק מהפרספטים. То есть плюсы, мы уже с вами говорили, я представил об этом, плюсы этого выделения, которое становится только на коллекторном лимфоузле, излишне повторять. Отеки, инвалидизация, огромная неподвижная рука, бесконечные, то, что мы в медицине называем целлюлиты, среди популяции населения целлюлит используется иногда как избыточный вес. Да? Целлюлит – это рожистое воспаление, то есть то, что мы называем в медицинском языке эризипелос. Это постоянные инфекции, которые мы получаем от вот этих разрезов. Женщина живет и 3 раза в год, иногда это раз в месяц попадает в больницу с рвотой, температурой 39-40, это подкожное заражение. Температуры 39-40 это подкожное заражение клетчатки за счет инфекции, которая триггерит через эти большие рубцы. Сантиметрового коллекторного лимфоузла. יש שתי מודליטים למצוא את הסנטימניות, אחד זה על ידי הזרקה של פטל בלו, ואחד זה הזרקה של פטל מהגינה. Как мы можем выделить коллекторный лимфоузел? Вы знаете, что подмышленство падает. У нас с вами в паховой складке находится группа лимфоузлов от 30 до 40 лимфоузлов. Нас вчера угощали прекрасным таджикским виноградом. Шня, как только про таджикский виноград, он уже порвался. Вот представьте себе, виноградная гроздь – это количество лимфоузлов у нас с вами в подмышленных пахнет. Но нужно выделить один лимфоузел. Нужно выделить один лимфоузел. Технология выделения разделяется на 2 этапа. Первый. Ввести рядом с опухолью специальное красящее вещество. Лимфозорин. Называется оно лимфозорин. Оно голубого цвета. Через 5 минут это вещество окрасит первый лимфоузел. Хирург увидит его глазами. Но он увидит глазами тогда, когда он откроет кожу. А где эту кожу надо открыть? Можно резать вот тут, можно резать вот тут. Подмышечная область очень большая. Поэтому вторая технология – это специальная установка изотопной техники внутри операционной комнаты, когда сам хирург вводит рядом с опухолью специальный изотоп технеций 99. Через те же самые 5 минут этот технеций попадает в коллекторный лимфоузел. Специальный датчик начинает давать сигнал, когда он находится над коллекторным лимфоузлом. Это называется лимфосцинтиграфия. Вот теперь он вскрыл кожу, вы видите. Над коллекторным видите глазами, хирург видит глазами, окрашенный голубым цветом коллекторный лимфоузел один, а не 50 лимфоузлов, сантиметр, а не разрез 40 сантиметров. В этом случае вы видите 2 коллектора. Где-то 10% случаев мы имеем 2 или даже 3 коллектора лимфоузла. 60%-70% יש בלוטה אחת, ב-15-22 ובאחוזים קטנים של זאת אולי. Где-то около 2-3% есть 2-3 лимфоузла коллектора. זה אנחנו רואים כמה שקופיות על אגם החוק של הזרקה של טכנציות מהכיניים. Этот лимфатический узел, который выделен 2 методами, прямо в операционной комнате ставится патологу на исследование. В течение 15-20 минут краски, поэтому чувствительность только 90-95%. Патолог внутри операционной комнаты дает ответ интраоперативной биопсии, отсутствие или наличие злокачественных клеток. Пока это беременный ждет продолжения операции.
של החומר, תוכנית סביב Врач הגוף. изотопной диагностики в операционной комнате комментирует хирургу точную локализацию узла. יש לנו מונה גלגל, ממש, Прямо над корректорным лимфоузлом начинает издавать специальный сигнал. Это технология Джонсон, которая позволяет заканчивать операцию вот таким минимализированным подходом. יש עכשיו סרט של משיכה. Теперь 2 минуты, чтобы вы увидели, как это происходит вживую. Профессор Биттерман выполняет все то, что мы сейчас говорим, выполняет это в клинике. И практически сегодня 80% операций – это операции, которые заканчиваются выделением только коллекторного лимфоузла. Это фильм, пожалуйста, поднимите этот фильм. Может быть, пока вот, технический вопрос до этой минуты. Если вы предпочитаете в конце, пожалуйста. Если вы предпочитаете в середине этой презентации, пожалуйста, не стесняйтесь. Пожалуйста, пожалуйста. О чем вы говорите? Что случится с больным после операции? Отдаленный результат. Ну, вот он начал с этого говорить, что самая большая стадия была в Италии, в Нью-Йорке. Женщин. Это не 100 и не 120 женщин. Только таким образом мир был убежден, что надо перейти. Поэтому я думаю, что мы, говоря о летальном исходе, это совсем не то слово. А когда мы говорим с вами о программе, где есть показания, если показано, не может быть выполнен Sentinel Node, когда на ПЭТ у человека, у женщины есть поглощение уже в 3-4 лимфоузлах. Это абсурд. И таким людям не надо выполнять Sentinel Node. Потому что только что я сказал, специально сказал, в преддверии вашего вопроса, что 100 тысяч клеток мы можем пропустить. Но отсюда мы и говорим о том, что это не 100% чувствительность, это чувствительность больше 90%, но никак не 100%. Поэтому я понимаю, что эти вопросы звучат как сопротивление. Иногда из-за того, что вы это не делаете, иногда из-за того, что вы не хотите с этим согласиться. Но если мы говорим о 30 тысячах женщин, эти вопросы наших собственных интуиций уходят в то есть те же самые прогнозы. Удалили молочную железу. Удалили, перевожу дословно, удалили все лимфоузлы. Если вы правильную индикацию выбрали, и вы пошли на Sentinel, вы ту же самую длительность жизни и качество жизни. Не поднялся фильм? Вторая часть – это интраоперативная, как интраоперативная. BIM. התחילו את זה 3 קבוצות בעולם, האיטלקים, אנגליה ואנחנו. 3 группы в мире, которые начали эти исследования. Это англичане, итальянцы и израильтяне. אנחנו במרכז שלנו, אנחנו התחלנו הראשונים. Профессора Биттермана в отделении в Израиле это было первое отделение, которое начало эту технологию. Вот так выглядит сам аппарат, который стоит в операционной комнате. Аппарат называется IntraBeam. Вот так выглядит аппликатор, это игла с наличием головки, которая излучает радиацию. Размер этой головки решается по размеру интраоперативного ложа. Вот женщина в операционной комнате после лампектомии устанавливается интрабим, и женщина получает в течение 20 минут
разовую 20-минутную радиацию, которая заменяет 2 месяца облучения. אנחנו רואים פה את התמונה הזאת שהיא להמחשה, שמראה את האפליקטור בתוך החלל של הפקטורים. Вот сейчас аппликатор внутри оперативного ложа. הבחינה נמשכת בין 30 דקות לשעה, תלוי בגודל החלל. В отдельных случаях, когда размеры до 2 сантиметров, радиация может быть от 20 до 20 минут до часа. הקרינה 21 גל לתוך החלל. Общая доза, которую получает женщина, 21 грей. שזה שווה בערך לקרינה חיצונית של 5 И שבועות. это абсолютно эквивалентно 60 грей, когда женщина получает наружную радиацию через кожу. אנחנו ראינו שהתוצאות הן סיים בין קרינה תוך ניתוחית לקרינה חוץ ניתוחית. יש קצת יותר קומפליקציות בריפוי של הפצע בגלל הקרינה. Прогнозы на длительный срок оказались абсолютно одинаковыми. Некоторые качественные аспекты осложнений, которые были в виде ретракции соска, в виде более длительного заживления раны, конечно, никаким образом не сглаживают эффект разовой радиации напротив 6 недель. אבל יש לו יתרון עצום לזה, שזה מאוד מדויק, אנחנו בתוך החלל של גידול, קרינה קצרה ומאוד קל לפציינט. То есть, подводя результат итог всему тому, поле вмешательства, это те же самые прогнозы, это психологический и физический комфорт для пациента. תתארו לכם שנשים שלרוב במקום מרוחק, באות עושות את הניתוח, יום אחרי זה, גמור. То есть фактически после мампектомии, утром после такого вмешательства, каждая женщина уже у себя дома. את כל המערך הזה אי אפשר לעשות לבד, חייבים עזרה מהרופאים האחרים, שזה כולל אונקולוג, פתולוג, פיזישן ואנדרביולוג. То есть вы видите, какая коллегия, какой тим участвует во всем этом, во всей этой операции. Это изотопные врачи, это онкологи, это радиологи, это те люди, которые должны быть в одной команде, это никак не только хирургия. אני מזכיר, זה טוב לסטייג' 1-2, ובשביל שנגלה 1-2, אנחנו צריכים לעשות סקריפים. То есть, примерно с вами, тех женщин сейчас, вот в этой лекции, которые нашлись и определились в первой и второй стадии своего заболевания. И это только определить онкоскрининг, иначе мы с вами, конечно, говорим о том, о чем мы. אנחנו ב-2007, 11 שנה, מעל 800 מקרים, התוצאות דומות לתוצאות של קרינה В его отделении сегодня практика этой технологии 11 лет. В течение 11 лет абсолютно одинаковые прогнозы с теми женщинами, которые прошли камень. И это дает право говорить сегодня абсолютно твердо и жестко, что эта практика доказала себя. בקיצור, ההתקדמות בסרטן, בטיפול בסרטן השד היא עצומה, גם מהבחינה הכירורגית וגם מהבחינה האונקולוגית. אם לפני 25 שנה לסבתא שלנו הורדנו את השד לבית שכם ונאלצה לעשות 5 שבועות קרינה תוכנית ניתוחית, היום אנחנו לא מורידים את השד, לא מורידים את הבית שכם, עושים קרינה תוכנית ניתוחית ויום אחרי זה היא הולכת הביתה. לפי התוצאות ההיסטופתולוגיות, אנחנו יודעים איזה טיפול לתת. יכול להיות שרוב האנשים, אם הם רצפטור חיובי, תקבלו הורמון תרפי. Вдумайтесь, женщина с раком молочной железы. Она пришла на лечение, она получила лампектомию с выделением коллекторного лимфоузла. На завтра утром она оказалась дома. Через 3 дня она получила результат гистологии, который попал на стол к онкологу.
в случае позитивного рецептора и в случае онкотеста, который показал скоро меньше 21, женщина ушла домой с одной таблеткой. В течение фактически 2-3 дней она, здоровая женщина, на этом закончилось онкологическое лечение. אני מסיים את ההרצאה לכירורגים. Последнее пожелание хирурга. מאוד קשה לכירורגים שגדלו על ניתוח רדיקלי לסרטן השד לקבל את הניתוח הזה. Он тоже, как хирург, вырос на радикальной мастектомии. Это очень тяжело принять, с этим очень тяжело согласиться. Он тоже, как вы, задавал такие же вопросы Джулиану, пока не вошел в его команду, не начал оперировать, не увидел тысячи людей, поменял ментальность и внес эту ментальность. אבל התוצאות הן מבטיחות כבר, וכל העולם המערבי עובד באותו. Весь цивилизованный мир этот компьютер поменял. И в конце концов случится, что поменяется и в Москве, и здесь. И мы очень хотим, что вы имеете право смотреть на Москву. Но мы хотим, чтобы на этой карте вы вместе с Россией, с Ираном, Турцией, мы всегда готовы поделиться тем, что умеем мы, и защитить здоровье людей, которые близки к вам и вашему народу. Спасибо. תודה רבה, נספר לתומך. Это для меня была большая честь, Спасибо. То, что я хотел бы добавить. Даже если на сегодняшний день не случится того, к чему он призвал, и вы не согласитесь на коллекторный узел как стратегию,